И это очень трудно сделать, учитывая, что сейчас сейчас как бы общественное внимание и как бы получение информации, она больше сместилась из чтения, ознакомления со средствами массовой информации в социальную сеть, в социальные сети. Здесь как бы свои положительные и отрицательные моменты есть, но отрицательный момент, что легко запустить под видом какого-то значит, пресс-новости, какой-то фейк, и он начинает гулять, и многие, значит, пользователи, они начинают верить в это. Особенно это касается, больше как бы влияет на население с низким уровнем образования. И вот люди с более высоким уровнем образования склонны больше как бы сопротивляться этому феномену, да, то есть они меньше склонны поддаваться на эти фейковые новости, поскольку все-таки они основную информацию черпают из таких вот источников более-менее респектабельных, надежных, и ознакомливаясь с средствами массовой информации. Скажем, ну, газета «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» или там «The Guardian», где все-таки они стараются следовать определенным стандартам, а это значит не просто в любую информацию, которую они получают, сразу как бы ее транслировать, публиковать, они ее проверяют. То есть если стандарт требует проверки данных, прежде чем публиковать. А в социальных сетях вот это как бы требование отсутствует, и поэтому легко запустить, в общем-то, вот такие как бы фейковую информацию. И мы знаем, что сейчас, в общем-то, даже имеется статистика, что масштабы фейковых таких сообщений, новостей в десятки раз увеличились по сравнению с прошлым. И это как бы создает, конечно, определенное настроение. Вот. Это сейчас видно потому, как вот идут эти дебаты, дискуссии в социальных сетях по наиболее острым вопросам, по вопросам миграции, по вопросам ситуации там в Газе, там, и по другим вопросам, по вопросам войны в Украине. То есть мы наблюдаем разные лагеря, и некоторые из этих лагерей чем-то подпитываются в значительной степени вот такой фейковой информацией. Вот, и формируют таким образом такие устойчивые нарративы, которые вот уже, в свою очередь, как бы ведут, создают настроение, формируют позицию вот той или иной страны.